Вещи в вашей жизни начнут становиться сверхъестественными. Они произойдут неожиданно, необъяснимо и непредсказуемо. Вы находитесь в магнетическом состоянии, притягивающем к себе всех. Посреди жизненного хаоса Бог призывает вас найти утешение в Его присутствии. Когда ясность ускользает от вас, найдите минутку, чтобы успокоиться и признать Всемогущего. Примите спокойствие Его божественной мудрости, которая преодолевает все моменты смятения и сомнения. Бог отменил ваши планы по защите вашей жизни и повел вас в другом направлении, чтобы избежать опасности. Он сражается в битвах, о которых ты ничего не знаешь. Его план лучше твоего. Обнимите преобразующую силу внутри себя, потому что силы негатива не смогут противостоять сиянию вашего путешествия в ближайшие 20 минут. Вы шедевр, созданный любящим Создателем. Ваше существование – свидетельство божественного мастерства. Бог обращается к вам сегодня как к своему возлюбленному Сыну, утверждая красоту вашего творения. Вы уникальный результат Его замечательного творчества, и Он получает удовольствие от того шедевра, которым вы являетесь. Стойте твердо в своей вере, ибо вы созданы по Его образу и предназначены для цели, превосходящей жизненные трудности. Во времена неопределенности держитесь за непоколебимую поддержку своего Создателя. Жизненные испытания могут попытаться потрясти вас, но помните, что вы никогда не одиноки. Божий план для вашей жизни торжествует, доверьте Ему свое непоколебимое внимание. Не позволяйте трудностям нарушить ваш внутренний покой, потому что неописуемое спокойствие ожидает вас в этом божественном путешествии. Верьте в безграничные благословения, которые вас ждут. Вам суждены радость, спокойствие и изобилие. Не позволяйте страху мешать вашему прогрессу или неопределенности останавливать вас. Ваша сила в хладнокровии и выносливости. Поверьте, что Бог, Альфа и Омега, знает обо всех обстоятельствах, людях и окружающей среде, имеющих отношение к вашим потребностям. В минуты молитвы и благодарности не беспокойтесь, потому что Господь сохранит полный мир в ваших сердцах и мыслях. Наслаждайтесь установленным для вас ежедневным планом, полным любви, успехов и возможностей. Найдите любовь всей своей жизни и живите счастливой и целеустремленной жизнью. Напишите 5555, чтобы подтвердить свою веру в способность Бога исполнить ваши желания, амбиции и цели. Любовь Создателя безгранична, и вы вот-вот станете свидетелем проявления Его обещаний. Доверьтесь процессу, потому что ваша жизнь скоро будет переполнена любовью, успехом и возможностями. Вы не одиноки, Творец всегда с вами. Введите 1212, чтобы подтвердить свое признание. Во времена неопределенности или потерь обращайтесь к Господу за восстановлением, созиданием и избавлением. Вас никогда не бросают, и ваш успех гарантирован, если у вас есть вера. Приготовьтесь к непредвиденному финансовому чуду, колоссальному благословению, которое найдет отклик в поколениях. Напишите 144, чтобы принять обильные благословения, которые вас ждут. Я не буду бояться. Это ваше подтверждение, ваш запрошенный сигнал. Бог услышал вашу молитву. Грядет что-то значительное, борьба заканчивается. Благословения и чудеса изливаются во все аспекты вашей жизни. Радуйтесь. Молитва на пятницу. Спасибо, Господь, за то, что провел нас через это. Ваша верность поддерживает нас, мы никогда не бываем беззащитны. Вашей милости достаточно, снаряжения на каждый день.
Направь нас, даруй мудрость, и да будет воля Твоя. Аминь. Тем, кто переживает нежелательный сезон, признайтесь в чувствах разочарования, застоя, покинутости и непонимания. Но верьте, что у Бога есть план для вашего блага и Его славы. В трудные времена откройте глаза на возможности, которые Бог еще имеет для вас. Всегда стремитесь делать добро. Считайте радугу Божьим обещанием, а не признаком гордости. Комментарий. Бог есть любовь. Если вы на стороне Бога, продолжайте усердно трудиться. Изменения начинаются тогда, когда вы верите, что они произойдут. Поверьте себе, скоро вы проявите больше. Позитивность порождает положительные результаты. Не ограничивайте себя и других. Изменение, которое вы хотите увидеть. Если оно вам нужно, введите «да». Бог говорит нам, что научил нас слышать Его голос через молитву, которая является важной частью наших отношений с Ним. Приступайте к Богу с уверенностью, Он полон благодати и милосердия. Постоянно молитесь, чтобы укрепить свою веру в трудные времена. Просто дышите и верьте. Иеремия 17 часов 14 минут. «Исцели меня, Господи, и я исцелюсь, спаси меня, и я спасусь, ибо Ты – моя хвала». Бог, Бог утешения, приглашает вас найти у Него покой и утешение. Положитесь на Его успокаивающее присутствие, чтобы обрести силу и обновление. «Исцели меня, Господи, и я исцелюсь, спаси меня, и я спасусь, ибо Ты – моя хвала». Интегрируйте то, что работает, и отбросьте то, что не работает. Время перемен пришло сейчас. Напишите 111, если это резонирует. Бог говорит с вами сегодня. Приветствуем ноябрь, новую главу, новую страницу и новые пожелания. Пусть этот месяц принесет вам смелость, силу, уверенность, терпение, любовь к себе и внутренний покой. Ждите любви, новых возможностей и радости. Ноябрь несет значительные благословения для вас и вашей семьи, последовательные победы, исцеление, неожиданная финансовая свобода и духовный рост. Заявите, что ничто в вашей жизни не останется прежним. Прогресс уже не за горами. Вы ближе, чем когда-либо, к своим целям. Позвольте своему разуму и сердцу обрести покой. Все разворачивается в божественном потоке. Избегайте необходимости драться или применять силу. Если вы обнаружите, что делаете это признак того, что вы движетесь в неправильном направлении. Бог организует внезапные преобразования от одиноких к помолвленным, от помолвленных к женатым. Некоторые из вас скоро увидят обручальные кольца. Подготовьте и примите молитвы. На них не всегда отвечают так, как мы надеемся, но Бог дает то, что нам действительно нужно. Доверьтесь Божьему выбору времени, направлению и ответам. Ищите мира, а не смятения. Не сдавайтесь даже перед лицом финансовых проблем со здоровьем или отношений. Это признаки того, что вы близки к прорыву. Враг может объявить войну, но Бог провозглашает мир, победу, исцеление и благословение в вашей жизни. Начните свой день с поощрения. Благословения, о которых вы молились, уже у вашей двери. Не пропускайте это видео. Проверьте свой телефон завтра утром. Неожиданные благословения приходят к вам. Иисус уверяет, что может изменить вашу жизнь. Молитесь о помощи и руководстве, и вы их получите. Выразите свою любовь к Иисусу.
Активируйте поток безграничного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности, внеся небольшое изменение в свой утренний распорядок. Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать секреты богатства. Поделитесь своими несовершенствами, чтобы показать силу Божию. Бог посылает вам кого-то верного, молитвенного, любящего, доброго и красивого. Поверьте, что ваша история любви будет прекрасно оформлена им. Вы можете быть последним среди своих друзей, кто остепенится, но Бог отдает вам приоритет. Готовьтесь к встрече с королем. Напишите «Аминь» сейчас. Бог работает в вашу пользу. Не сдавайтесь в это Рождество. Жди своего короля. Бог упаковывает ваш подарок. Напишите «Аминь», чтобы довериться Богу. Он дает не только то, что нам нужно, но также силу, мудрость и благодать, чтобы терпеть и быть благодарными. Вы Божий шедевр, созданный на доброе дело. Неудачи формируют вас. Положитесь на Бога, чтобы получить силу в бурю. Держитесь своих обещаний. Бог – ваш Бог божественных событий. Окажитесь в нужном месте в нужное время. Соблюдайте субботу в святости. Бог – ваш Спаситель, Он знает, где и как удовлетворить ваши нужды. Признайте Его светлость в нужный момент. Христос откроется. Выбирайте послушание Богу ради праведной жизни. Иисус есть хлеб жизни, и всякий, кто придет к Нему, никогда не будет алкать или жаждать. Бог с вами. Молитесь о Его вечном присутствии. Бог говорит с вами сегодня, объявляя о начале новой мощной главы в вашей жизни. Хотя ваши враги могут представлять угрозу, не бойтесь. Ваши мечты вот-вот сбудутся, и процесс готов развернуться. Начиная с этой недели, важные события не за горами, и очень важно, чтобы вы сформулировали свои видения и эмоции в этой главе своей жизни. Вас ждут мысленные решения, открывающие путь к взрывному успеху уже не за горами. Приготовьтесь к лавине финансового изобилия и любви. Вы собираетесь привлечь неограниченное богатство и настоящую любовь. Каждый аспект вашей жизни будет наполнен позитивной энергией, и вы более чем заслуживаете ее. Все, что предназначено для вас, проявится так, как вы этого не ожидаете. Это будет похоже на чудо. Не игнорируйте это сообщение. Станьте свидетелем того, как происходят чудеса. Помните, вы вечное существо, имеющее человеческий опыт. Божественное время в игре, и все будет в порядке, чтобы вы могли достичь своего наивысшего самовыражения. Вы приняли сознательное решение отказаться от возможностей, которые не смогли зажечь ваш дух. Теперь вы идете путем глубокого смысла и цели. Примите вызовы, которые преподносит жизнь, веря, что они готовят вас к величию. Если вы верите в эту трансформацию, выразите ее. Ваши позитивные намерения материализуются, что повлияет на ваше здоровье, карьеру, личную жизнь и духовный путь. Ваши самые насыщенные дни вот-вот начнутся, принеся исцеление, настоящую любовь и финансовые благословения вам и вашей семье. На горизонте что-то особенное. Будьте готовы к хорошим новостям, которые грядут. Вскоре вы поймете, что задержки в ваших планах были проявлением Божьей любви, направляющей и защищающей вас. Бог всегда присутствует, и вы вот-вот обретете богатство, успех, счастье и здоровье. Отпустите представление о совершенстве, поскольку в нем нет необходимости. Примите свою человечность,
позволив себе проявлять себя, совершать ошибки и учиться. Ваше путешествие не случайно, оно организовано высшими силами. Скажите «Аминь», если Бог жизненно важен в вашей жизни. Бог отслеживает то, что должно было принадлежать вам, признавая ваш тяжелый труд, жертвы и трудности. Если тяжесть мира подавляет вас, помните, что вы не одиноки. Положите свои заботы к ногам Бога, и Он предоставит вам помощь, исцеление и ресурсы. Божий стратегический план соединяет точки вашей жизни, приводя вас к людям, возможностям и местам в соответствии с их временем. Подчините Ему свои планы, ходите в послушании и позвольте своей вере вести вас. Даже в неопределенности твоими шагами руководит Господь. Подтвердите, что Бог – ваш поставщик, и что вас ждет цель, более великая, чем вы можете себе представить. Бог создал вас достаточным, и все, что вам нужно, находится внутри вас. Когда Бог призывает, отвечайте послушанием. Этот год знаменует собой новое начало, время, когда враг побежден и Господь пойдет перед вами. Благословение уже в пути, а горечь и негатив необходимо отбросить. Будьте добрыми, сострадательными и прощающими. Если ваш разум играет с вами злую шутку, помните, что Бог слышит ваши молитвы. С вами все будет в порядке, и ангелы посланы, чтобы утешить вас. У Бога есть великий план для вашей жизни, и вы любимы. Прочтите «Бог – мой кормилец» для скорого исполнения ваших молитв. В заключение хочу сказать, что то, о чем вы молились, вот-вот произойдет. Ваше терпение и сила привели вас к этому моменту благословений, которые изменят вашу жизнь. Признавайте присутствие Бога, ищите Его руководство и доверяйте Ему. Каждый день чаще говорите «Аминь», чтобы подтвердить свою веру. Если вы ждали Божьего чуда, то послушайте это. «Дорогой, Небесный Отец, я смиренно приближаюсь к Твоему престолу с сердцем, переполненным благодарностью. Благодарность, исходящая из глубины моей души, за Вашу нерушимую любовь и Ваше бесконечное милосердие. Как изящна каждая грань моей жизни! Твоя любовь – мой твердый якорь, он никогда не колеблется. Я искренне благодарен за это. Я признаю свои неудачи и моменты, когда я полагался на человеческую силу и понимание, пренебрегая божественным руководством, которое можете дать только вы. Ваше непоколебимое терпение было свидетельством вашей неприходящей любви, и я благодарен за это. Доверяясь исключительно Тебе, я осознаю, что Ты мое убежище в любой буре. Я прошу у Тебя прощения за мои неудачи и молюсь, чтобы Ты помог мне выполнить Твое обещание, что мои нужды будут удовлетворены, если я доверяю Тебе, Господь. Твое Слово, источник вдохновения и силы, напоминает мне о Твоих чудесных делах и чудесах, превосходящих человеческое понимание. Во Второзаконии 28:12 звучит ваше обещание: «Откроет тебе Господь доброе сокровище свое, небо, чтобы давать дождь земле твоей во время свое и благословлять все дела рук твоих». Ты будешь давать взаймы многим народам, но ты не возьмешь взаймы. Я твердо придерживаюсь этого обещания, веря в вашу способность превратить невозможное в реальность. Я заявляю, что каждая ситуация в моей жизни подчиняется вашей божественной власти, и я верю, что ваши сверхъестественные чудеса произойдут, принеся с собой финансовый прорыв, носящий ваше имя. Я также провозглашаю исцеление своего тела, внося жизнь в каждый борющийся орган. Я горячо молюсь о спасении моей семьи и моих детей, доверяя Твоему божественному плану для их жизни. Слава святому имени Твоему, Господи! Я жду Твоих чудес с непоколебимой верой,
зная, что Ты – Бог чудес, творящий за пределами человеческого понимания. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Послушайте это, и если вы просили Иисуса об исцелении, Небесный Отец, со смиренным благоговением я склоняюсь перед Вашим величественным присутствием, ища Вашего божественного исцеления. Я признаю Вашу безграничную силу и бесконечную мудрость, живущую внутри Вас, признавая Вас высшим целителем, источником всякой надежды и утешения, особенно перед лицом огромных проблем со здоровьем. Я полностью доверяю Вам, зная, что Вы несете наше бремя и укрепляете нас в трудные времена. Господи, я полностью подчиняюсь Твоей воле, признавая Твою власть над моей жизнью. Даруй мне силы противостоять всем препятствиям с непоколебимой верой, потому что без Тебя я потерян, но с Тобой все возможно. Я умоляю Вас разорвать цепи безнадежности, которые связывают меня, и раскрыть свое присутствие в моей жизни во могущественное имя Иисуса. Я приказываю, чтобы болезни, немощи покинули мое тело. Пусть Твоя целебная сила течет через меня, изгоняя все следы болезни. Я принимаю Твою божественную силу и надежду, веря в помазание, которое побеждает смерть, искореняет боль и восстанавливает здоровье, как сказано в Иеремии 33:6. «Ибо я исцелю тебя и исцелю раны твои, говорит Господь, потому что тебя назвали отвергнутым, то есть Сионом, о котором никто не заботится». Я провозглашаю восстановление каждой части моего существа, которая не функционирует согласно Вашему божественному замыслу. Я отвергаю планы врага разрушить мою жизнь и манипулировать ею, подтверждая Вашу божественную цель здоровья, исцеления, развития и благосклонности. С поднятыми в знак капитуляции руками я приглашаю Твое прикосновение, а Господь. Пусть Твой мир, превосходящий всякое человеческое понимание, окутает меня. Даруй мне спокойствие, которое приходит от веры в Твою бесконечную любовь и милосердие. В этот момент веры я уверен, что Твоя исцеляющая благодать действует, обновляя мое тело, разум и дух драгоценным именем Иисуса. Золото. Аминь. Моя любовь выходит за рамки зависти, хвастовства и гордости. Он воплощает в себе качество уважения, доверия и долговечности. Это любовь, которую Он дал Своему единственному Сыну Иисусу ради вашего спасения. Свидетельство моей непоколебимой преданности Вам. Ваше путешествие – это проявление моей вечной истории любви, истории благодати, искупления и нерушимой любви. Когда вы идете по этому пути, ваш успех – это не далекая мечта, а осязаемая реальность. Чудес предостаточно, и ваш триумф обеспечен. Будь живым свидетельством моей благодати, любви и чудодейственной силы. Ваша непоколебимая вера сделает вас маяком надежды и вдохновения для окружающих. Ваша жизнь – это свидетельство истории вечной любви Бога, истории, отмеченной благодатью, искуплением и безусловной любовью. Ваш успех отражает мою постоянную приверженность Вашему благополучию и проявлению моих чудес в вашей жизни. Идя по пути чудес, помните, что вы никогда не одиноки. Моя любовь окружает тебя, направляет и поддерживает тебя. Бесконечная и нерушимая любовь, превосходящая сомнения, страх и неуверенность. Ожидайте чудес, доверьтесь моему обещанию и заявите о своей вере, написав «Аминь». Ваше «Аминь» – это не просто слово, это мощное подтверждение вашей веры, благодарности и доверия Создателю. Ваше путешествие – это выражение моей неприходящей любви, моей неизменной милости и моего постоянного стремления способствовать вашему благополучию.
Обратитесь к моему слову, Библии, сокровищу надежды, обетований и вечной истины. Позвольте ее глубоким истинам проникнуть в ваше сердце, согласовав ваши мысли с вечной мудростью. Напишите «Аминь», если вы верите в преобразующую силу слова Божьего. Благодарность – мощное противоядие от отчаяния, катализатор надежды. Развивайте дух благодарности, размышляя о благословениях в вашей жизни, как больших, так и маленьких. Сердце, полное благодарности, открыто надежде даже перед лицом трудностей. Окружите себя сообществом верующих, которые разделяют вашу веру и надежду, обеспечивая ободрение и поддержку во времена испытаний. Найдите силу в тех, кто ходит в вере. Доброта и служение другим выражают мою любовь и зажигают надежду в вашем сердце. Когда вы проявляете милосердие к другим, вы становитесь сосудом, через который передается надежда. И при этом ваша собственная надежда восстанавливается. Молитва – это прямая линия связи со мной, спасательный круг надежды. Доверьтесь своему сердцу в молитве, поделитесь со мной своими надеждами, страхами и мечтами. Во времена неопределенности ищите моего руководства, находя утешение и безопасность в Боге, даже если вы не понимаете Его путей. Все вместе работает вам на благо. Ваша лояльность будет вознаграждена. Живите жизнью веры, потому что пути Бога выше, и у Него есть план для вас. Бог обещает вернуть годы, украденные врагом. Ваше имя упоминается там, где вы еще не заходили. Продолжайте двигаться вперед, в вашей жизни вот-вот произойдет что-то невероятное. Вы вступаете в новый сезон, и все будет складываться в вашу пользу. Вы выдержали, поверили и преодолели все препятствия, замедляющие ваш прогресс. Оно устраняется. Твои последние дни будут лучше первых. Продолжай двигаться вперед. Бог приносит изменения в вашу жизнь. Держитесь, оставайтесь на пути и ждите Господа. У Бога есть план. Помимо вашего понимания, терпение будет вознаграждено. Бог вознаграждает верных. Снова волнуйтесь, потому что вы не одиноки в своих проблемах. Бог работает от вашего имени. Снимите стресс и доверьтесь Ему. Вас ждет невероятный финал. Напишите 555, чтобы подтвердить это. Враг сражается, потому что вы представляете угрозу. Вы находитесь на пороге чего-то удивительного. Бог собирается продвинуть вас по службе, доверяйте Ему и надейтесь на счастливый конец. Бог выведет вас из самого темного часа, чтобы продвинуть вас по службе. Имейте большие надежды и доверяйте Богу. Отсрочка закончилась, оставайтесь воодушевленными во времена боли и одиночества. Бог видит и заботится, Он уже работает ради вас. Ваше улучшение происходит благодаря вашей верности. Благословение уже в пути. Молитесь о предстоящей неделе, ища Божьих благословений, защиты и радости. Помните, что радость Господня – ваша сила и надежда, независимо от обстоятельств. Во имя Иисуса, аминь. Услышь Его этой мощной чудотворной молитвой, и Он принесет тебе процветание. Дорогой Господь Иисус, сегодня я стою перед Тобой с сердцем, полным благодарности, готовым принять обильные благословения, которые Ты в Своей бесконечной мудрости приготовил для меня. Я превозношу Твое великолепное имя и прославляю Твое ценное присутствие в моей жизни. Каждая хвала, которую я возношу, является свидетельством Твоей благодати и милосердия. Ты знаешь желание моего сердца, Господь Иисус,
и я верю, что Ты благословишь меня тем, что действительно лучше для меня. Я открываю свое сердце Твоим переполненным благословением, словно освежающему дождю, который омывает меня. Даруй мне исполнение желаний моего сердца и устрой мои планы по Твоей божественной воле. Пусть в моей жизни произойдет взрыв Вашей доброты, внезапный и масштабный всплеск, который поднимет меня на более высокий уровень, чем я мог мечтать. Я заявляю во имя могучего Иисуса Христа, что испытаю непревзойденное величие Ваших благословений. Ваша божественная милость поднимет меня на новые высоты, и я с нетерпением жду взрывных благословений, которые встретятся на моем пути. Господь Иисус, помоги мне помнить, что я благословлен не только для своего блага, но и для того, чтобы быть благословением для других. Даже в разгар моей борьбы дай мне силы и щедрость, чтобы помочь нуждающимся. Я нахожу время, чтобы выразить свою благодарность за благословения, которые я часто воспринимаю как должное, и за те благословения, которые уже в пути. В соответствии с Евангелием от Матфея 6, 33-34, я ищу прежде всего Твоего Царства и Твоей праведности, веря, что все эти благословения добавятся мне. Я отбрасываю беспокойство о завтрашнем дне, зная, что у каждого дня есть своя проблема. Помоги мне сосредоточиться на том, чтобы в первую очередь искать Тебя, Иисус Христос, чтобы я мог получить больше Твоих благословений и благосклонности. Я осознаю, что Ты создал меня не для своих целей, а для того, чтобы получить благословение от переживания Твоей совершенной любви. Благослови меня обильно, Господь Иисус, и не отврати от меня лица Своего. Откройте двери небес и позвольте Вашим благословениям обильно влиться в мою жизнь. Пусть дела рук моих процветают под Твоим божественным благоволением, привлекая богатство, честь и жизнь с избытком. Я благодарю Тебя за все, Господь Иисус. Я обязуюсь соблюдать слова Твоего завета и выполнять их, чтобы преуспевать во всем, что я делаю. Я заявляю о своей ценности и достоинстве, принимая обильные благословения и процветание в своей жизни. Каналы обильных благословений теперь открыты, и дары любви, удовлетворения, радости, счастья и процветания легко вливаются в мою жизнь. Господи, обеспечь все мои нужды по богатству Твоему в славе. Я заявляю, что мои мечты будут процветать, мои планы увенчаются успехом, моя судьба будет обеспечена и желания моего сердца будут исполнены во имя Иисуса, согласно Второзаконию 28:12. Я получаю Твое обещание, что Ты откроешь небеса, хранилище Твоей щедрости, чтобы благословить дело рук моих. Мне повезло быть благословением, и я молюсь о возможности давать в долг и свободно отдавать другим. Отец Небесный, я в Твоем присутствии ищу Твоей помощи, ибо моя помощь исходит от Тебя, Создателя неба и земли. Псалом 121, 1-2. Это напоминает мне поднять глаза к горам, зная, что моя помощь исходит от Вас. Во времена борьбы и страданий я поднимаю глаза к Тебе, веря, что Ты моя помощь. Господи, в Твоих руках сердце людей и царей, направляя их, как поток воды. Прикоснитесь к сердцам тех, кто поможет мне исполнить мое предназначение. Я прошу Тебя и принеси чудеса в мою жизнь. Помоги мне принять правильные решения в моей жизни и дай мне победу над моими врагами. Я отдаю Тебе бремя моего сердца, Отец Небесный, зная, что Ты велел мне не тревожиться, но все приносить Тебе. Я прихожу к Вам с благодарным сердцем, прося Ваших благословений и душевного спокойствия, зная, что Вы все контролируете. Я осознаю, что битвы в моей жизни ведутся против невидимого,
но я верю в вашу способность открыть двери, которые вызовут у меня трепет. Бытие 50:20. Отец, ты приготовил для меня еще больше благословений, и я верю, что никакие обстоятельства или человек не смогут помешать мне от Твоей цели в моей жизни. Я принадлежу Тебе, Господь, и я верю, что Ты сможешь придать позитивный оттенок самым трудным и темным моментам. Взгляни из своей святой обители и пролей на меня свои благословения. Будь моим щитом и моим укрытием. Помоги мне отвернуться от греха и ходить в праведности, которую Ты даруешь. Я предпочитаю предстать перед Христом, готовый и бдительный в молитве, чтобы получить Ваши благословения. Пусть Ваши потоки, переполняющие благодати и бесконечной любви, направляют мое сердце сейчас и всегда во могущественное имя Иисуса. Я молюсь об этом. Аминь. Возлюбленные, найдите минутку, чтобы получить сегодня ободряющее послание. Признайте, что Бог видит проблемы, с которыми вы столкнулись на своем финансовом, духовном и эмоциональном пути. Несмотря на препятствия, ваше сострадательное сердце столкнулось с оскорблениями, и трудности, которые встретились на вашем пути, подвергли испытанию вашу веру. Однако посреди бури вы выстояли твердо, потому что Бог рядом с вами. Он хочет, чтобы вы помнили, что ни одно оружие, созданное против вас, не поможет, и призывает вас не бояться. Бог обещает перемены и благословения в присутствии тех, кто сомневался в тебе. Держитесь своей веры, если вы найдете утешение в Божьем плане для вас. Не позволяйте обстоятельствам сломить вас. Подумайте о путешествии израильтян через Красное море, понимая, что ваши нынешние проблемы готовят вас к многообещающему будущему. Несмотря на предательство и трудности, вам обещаны благословение, процветание, защита и обеспечение. Доверьтесь Богу, ведь Его слова никогда не остаются без ответа. Напишите в комментариях «Иисус», если вы верите в эти благословения, несмотря на сомнения других, которые, возможно, предполагают, что вы не добьетесь успеха или что вы не заслуживаете лучшего. Бог заверяет вас, что продвижение по службе и благословение – это Его заслуга, и никто не сможет помешать Его обещаниям. Сохраняйте веру, Бог собирается осыпать вас благословениями. Ваши последние дни превзойдут ваши первые. Если вы хотите благословений, напишите «Я люблю Иисуса». Помните, Бог не позволяет событиям происходить без плана. Беря в пример Давида, который начинал пастырем и стал царем, Бог показывает, что ваш прошлый опыт не напрасен, но готовит вас к будущему, полному цели. Не зацикливайтесь на прошлом, идите вперед с верой. Напишите 10:10, чтобы подтвердить свою веру. Когда вы отдаете предпочтение Богу, Он отдает приоритет вам, как сказано в Матфея 6:33. Примите вызовы, которым призывает вас Бог, неся свой крест с обетованием венца. ЛК 9:23. Доверьте Богу свою судьбу, Его планы для вас превосходят ваше воображение. Ефесянам 1:4. В этом месяце ожидайте чего-то необычного в своей жизни. Чудеса уже в пути, принося изменения в здоровье, карьере и многом другом. Ходить верой, а не видением. Бог признает бремя вашего разума и уверяет вас, что вы не одиноки. Излейте свои заботы через молитву, и Он обеспечит. Господь собирается изменить ситуацию в вашу пользу. Оставайтесь в Его присутствии, объявляйте о Его работе и верьте, что Он меняет ситуацию для вашего блага. Твои последние дни будут лучше первых. Бог еще не закончил с вами.
Напишите 2222, чтобы подтвердить эту истину. Приготовьтесь принять их с благодарностью и непоколебимым доверием. Напишите 1111, чтобы предвидеть неделю, полную захватывающих открытий и ответов на молитвы. Их жизнь обречена на благополучие, здоровье и любовь. Освободитесь от беспокойства о финансах, семье и здоровье, потому что Бог разрабатывает план, который находится за пределами вашего понимания. Уверенно заявите: «Сегодня я открыт для получения изобилия исцеления, процветания и благополучия, которого я действительно заслуживаю». Выразите свою благодарность Господу за Его милость, благодать, доброту и неиссякающую любовь. Следующие 2 месяца отмечены благословениями и возможностями, превосходящими ваше воображение. Пусть ты получишь все желания своего сердца, работу, машину, деньги и любовь. Ваши молитвы были услышаны, и благословения, которые изменят вашу жизнь, уже не за горами. Вступая в новый период мира, отбросьте тревогу и оставьте депрессию позади. Ваша романтическая и профессиональная жизнь процветают, и все аспекты вашей жизни процветают. Не забывайте благодарить Господа за просимое в молитве, веря, что оно исполнится, несмотря ни на какие заботы. Доверьтесь Божьему плану, ничто не выходит за рамки ваших возможностей, и фантастический план скрыт и готов раскрыться. Приготовьтесь ко времени чудес и благ, которые преодолеют ваши обстоятельства, ограничения и прошлые ошибки. Вас ждет изобилие, вечное спокойствие и сверхъестественные вмешательства. Скажите с уверенностью: «Дорогой Бог, прошу Тебя согреть мое сердце благодарностью. Я люблю Тебя, потому что Ты мой Создатель, Целитель и источник непогрешимой любви». Ваши слова имеют силу, используйте их, чтобы внести позитив в свою жизнь. Вам уготована жизнь, полная благословений, заразительных улыбок, богатой удачи и улучшенного здоровья. Бог вот-вот войдет в вашу жизнь с позитивными изменениями, победами и достижениями. Началась новая глава, и трудные дни подходят к концу. Верьте, что Бог позаботится о вас, предложит творческие решения и обеспечит вашу безопасность. Поверьте, что вы сможете достичь всех своих целей на этой неделе. Заявите, что вы одержите победу в каждом конфликте и преодолеете любую проблему, с которой столкнетесь. Желаю вам фантастической, преобразующей и плодотворной недели во имя Иисуса. Приготовьтесь к тому, что сегодня в вашем доме неожиданно появятся деньги, символизирующие постоянное присутствие и поддержку Бога. Скоро начнется новая эра свободы, богатства и успеха. Поверьте, что у Бога есть для вас невероятные планы, превосходящие человеческое понимание. Вы вознаграждены за свою непоколебимую веру, грядут благословения, благосклонность и исцеление. Божьи планы для тех, кто любит Его, превосходят воображение. Доверьтесь Ему, чтобы Он направлял вас, обеспечивал вас и вел вас к возможностям, людям и местам, превосходящим ваши самые смелые мечты, во имя Иисуса. Заявите, что вы побеждаете в каждом конфликте и преодолеваете все трудности. Верьте, что неожиданные благословения уже в пути и что у Бога есть удивительные планы, о которых никто не слышал, не видел и не представлял. Верьте в силу Божьей благодати, силу и надежду, обретенную во Христе. Молитесь о проницательности, смелости и сосредоточьтесь на надежде, которую вы имеете во Христе. Аминь во имя Иисуса. Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. Заявите вслух, что мне нужен Бог каждый день, каждое мгновение, каждую секунду моего дыхания, и я нуждаюсь в Боге.
Бог говорит: «Тогда не бойся, ибо я с тобой, не отчаивайся, ибо я твой Бог. Я укреплю тебя и благословлю тебя». Бог покажет не только, чтобы доставить вас к месту назначения, но и покажет окружающим вас людям, что Господь на вашей стороне. Напишите: «Со мной Бог». Ни о чем не беспокойтесь, но во всех ситуациях через молитву и прошение с благодарением предъявляйте свои просьбы Богу. «Господь, покрой меня, моих друзей и мою семью драгоценной святой кровью Иисуса Христа. Господи, благослови и защити всех, кто ищет Тебя и нуждается в Тебе». Бог говорит, что ваша ситуация вот-вот изменится. Верь в меня. Я отправляю вам решение. Бог исцеляет ваши раны и восстанавливает ваши финансы. Бог ведет вас к вашему лучшему году. Введите 222 и создайте. Бог говорит, что я закончу все, что начал в твоей жизни. Задержка станет для вас чудом. Я живу в теле, я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня. Вы получите работу своей мечты и сдадите экзамен. Слезы, боль и бессонные ночи подходят к концу. Напишите 333, чтобы подтвердить, что Бог говорит, что независимо от того, как сильно люди ненавидят вас или говорят о вас, Он все равно благословит вас и поднимет. Оставайтесь в любви Божией, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа, который направит вас к вечной жизни. Господь, Бог твой, с тобой, сражается за тебя против врагов твоих, чтобы дать тебе победу. Напишите 555, если верите. Бог говорит: чего бы вы ни попросили в молитве, верьте, что вы получили это, и это будет вашим. Бог благословит вас счастливым сердцем и мирным духом, если вы будете повиноваться Богу. Он будет благословлять вас все больше и больше. Провозгласите вслух: наш Бог, могущественный Бог, Он сильнее всего, с чем вы сталкиваетесь сегодня. Ибо я Господь, Бог твой, который держит правую руку твою и говорит тебе: не бойся, я помогу тебе. Если верите, напишите 777. Слава Богу в вышних и мир на земле любящим Его. Я знаю, что ты можешь принять мои ошибки и превратить их в чудо, называемое моим свидетельством. Вся слава Богу, который благодаря своей бесконечной силе, действующей в нас, способен сделать гораздо больше, чем мы просим или воображаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия. Если Бог всякого утешения, для подтверждения напишите «Аминь». Будьте добры и сострадательны друг к другу, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Даже когда я иду по самой темной долине, я не боюсь опасности, потому что ты со мной. Бог говорит, что ты снова будешь смеяться, снова доверять и снова любить. Я верну все, что ты потерял. Напишите 999, если вам нужна была эта вера. Когда вы славите Бога во время бури, доверяйте Ему в долине и следуйте за Ним во тьме, у меня есть для вас хорошие новости. Вы вернете больше, чем потеряли. Ни о чем не беспокойтесь, вместо этого молитесь обо всем. Попрощайтесь с тем, что вам нужно, и поблагодарите Бога за все, что Он сделал. Иисус сказал: «Теперь тебе грустно, но я увижу тебя снова, и твое сердце возрадуется, и никто не отнимет твоей радости». Напишите 22:22 и верьте в Иисуса. Вы не случайно это читаете, это ваше подтверждение, что все будет хорошо. Не отказывайтесь от своей веры из-за того, чего вы еще не видели. Бог все еще пишет вашу историю.
Господь сказал Моисею: «Я сделаю именно то, о чем ты просил меня, ибо я доволен тобой и знаю тебя по имени». Бог говорит вам сегодня, что вам нужно подготовиться. Там, где вы сейчас находитесь, вас не ждут постоянные благословения и успехи. Напишите 33 для подтверждения. Бог говорит, что ваш путь расчищается, все завалы официально устранены. Благословение уже в пути, и с этого момента в вашей жизни вы будете идти только вверх. «Я создал тебя и понесу тебя. Я поддержу тебя и спасу, если ты сдашься и не сможешь встать. Помните, что ваша сила исходит от меня. Не сдавайся. Он исполняет желания тех, кто боится Его. Он слышит твой крик и спасает тебя. Отец, когда меня одолевают заботы, ты меня утешаешь. Если ты заставляешь меня чувствовать себя в безопасности, ты помогаешь мне жить в мире». Напишите «Аминь», чтобы подтвердить, что то, о чем вы молились, внезапно встанет на свои места. «Я удивлю тебя своей добротой. Боже мой, я не могу жить без тебя. Он был так добр ко мне. Сегодня я хочу попросить у тебя сил. Спасибо за все благословения, которые вы мне дали. Я простираюсь перед тобой, чтобы попросить прощения за мои грехи во имя Иисуса. Золото, аминь. Ангелы говорят, что кто-то, кому вы очень доверяете, пытается причинить вам вред и причинить вам большие финансовые потери. Они очень завидуют тому, как вы растете и живете счастливой жизнью. Бог говорит, что ваш враг запланировал опасное нападение, чтобы заставить вас упасть и увидеть, как плачет ваша семья. Но что бы ни запланировал для вас враг, я провозглашаю победу, мир, исцеление и финансовые благословения в вашей жизни. Всегда помните, что мое слово окончательное. Я не позволю вашим врагам причинить вам вред. Доверяйте Богу во всем и всей своей надеждой на Иисуса Христа. Если вы верите в Бога, скажите это вслух: «Дорогой Отец Небесный, я призываю гнев Божий на любого злого человека, который запланировал или планирует напасть на меня и мою семью в этом году». Бог говорит, что у вас внезапно появится достаточно денег, чтобы оплатить все счета и иметь что-то дополнительно для своих детей. Я меняю ситуацию в твою пользу. Если вы верите в это, напишите в комментариях 11. На этой неделе вы испытаете чудо за чудом и изменяющие жизнь благословения, которых вы никогда раньше не видели. Господь, Бог твой, с тобой, чтобы сражаться за тебя против врагов твоих и даровать тебе победу. Эта неделя будет полна позитива, любви, денег и добра. Вселенная посылает положительную энергию, финансовую помощь, чудеса и благословения, которые изменят вашу жизнь так, как вам нужно. Если вам это нужно, введите 10. Бог открывает для вас двери, которые не сможет закрыть ни человек, ни враг, ни демон. Господь откроет двери неба, сокровищницы своей щедрости, чтобы вовремя послать дождь на землю твою и благословить все дела рук твоих. Если вы можете потратить, введите 12, чтобы получить деньги. Бог говорит, что Он восстанавливает осколки вашей жизни. Готовьтесь к восстановлению, потому что Он готовит вас ко всему, о чем вы молились. На следующей неделе вы получите поток любви, исцеления и изобилия, которого заслуживаете. Ваши задачи и проблемы будут решены чудесным образом. Вся ваша семья будет благословлена, и чудеса появятся, когда вы в них нуждаетесь. Если вы в это верите, напишите 222 и подтвердите.
Я принимаю новый путь, новые энергии, новые связи, новый опыт и новых людей в свою жизнь. Я открыт для всего нового, необычного и преобразующего. Введите 222, чтобы получить благословение. Бог заявляет, что следующие 7 дней будут полны чудес и хороших новостей. Что-то невероятное приходит в вашу жизнь, что принесет вам целебную трансформацию и ясность. Если ты ищешь прощения, знай, что Он простил тебя. Ты прощен, тебе больше не о чем беспокоиться. Он любит тебя. Напишите «Я люблю тебя, Боже». Бог говорит, что февраль будет последним месяцем, в котором вы будете сражаться. Ваша вторая половинка отправит вам волнующее сообщение. Благодарю Тебя, Боже, за все, что Ты сделал для меня. Ты создал меня страстным, благословил меня семьей, спас меня от моего греха и обещал быть со мной навсегда. До конца этого месяца вы получите чудо, которое изменит вашу жизнь. Вас ждет что-то неожиданное и удивительное. А теперь напишите 333, если верите в это. Преодолеть чудеса для вас реально и естественно. На этой неделе телефон, по которому вы читаете это, зазвонит и сообщит хорошие новости. Вселенная говорит, что ты снова будешь смеяться, снова доверять и снова любить. Я собираюсь вернуть все, что украл у тебя враг. Введите 555, чтобы получить его. Бог говорит вам сегодня, что битва не ваша, а моя. Всякий раз, когда у вас возникнет искушение сдаться, и вы не сможете встать, помните, что ваша сила исходит от меня. Возможно, вам приходится бороться, но продолжайте заявлять: «Я благословлен, процветаю и пользуюсь благосклонностью Бога». Ваши финансы умножатся, а здоровье и отношения улучшатся. 2023 год будет полон благословений и возможностей. Введите 777 для подтверждения. В последних новостях перестаньте подчеркивать, что ваш ангел устраняет из вашей жизни такие вещи, как трудности, неудачи, болезни и смерть. Перестаньте беспокоиться своими силами и просто расскажите о своих проблемах Богу. Вместо этого молитесь о ситуации, пока Бог снова не вмешается. Мы знаем, что Бог заставляет все работать вместе на благо тех, кто любит Бога, тех, кто призван согласно Его замыслу. Бог говорит, что как бы сильно тебя ни ненавидели и не ругали о тебе, Он все равно благословит и возвысит тебя, что невозможно людям, а Богу все возможно. Подождите, пока произойдет великое чудо. Бог исцеляет тело, аннулирует долги, восстанавливает браки и разрушает пороки. Наберите 2222, и вам это нужно. У вас должно быть такое же отношение, как у Христа Иисуса, моей скалоубежища, к которому я всегда могу пойти и отдать приказ спасти меня, ведь Ты моя скала и моя сила. Это уверенность, которую мы имеем, приближаясь к Богу, что, если мы просим чего-нибудь по Его воле, Он нас слышит. Печаль, по мнению Бога, приносит покаяние, ведущее ко спасению и не оставляющее угрызений совести, а печаль мирская несет смерть. Через 6 месяцев вы окажетесь в совершенно другом пространстве, как морально, так и финансово. Чтобы заявить об этом, введите 3333. Ангелы говорят, что следующие 8 минут навсегда изменят вашу жизнь. Не пытайтесь пропустить это видео, иначе вас ждут большие проблемы. У вас будет вечная жизнь, как в этом видео, если вы верите в Бога. Сегодня вечером, пока вы спите, Бог сотворит вам великое финансовое чудо.
Бог говорит, что я посылаю ангелов, чтобы они позаботились о ваших долгах и счетах и защитили вашу семью от всех врагов. Введите 10-10, и вам это нужно. Бог говорит, что я сделаю в твоей жизни что-то настолько великое, что это удивит твоих врагов и потрясет твой мир. Библия говорит, что верная любовь Господа никогда не кончается, Его милости никогда не прекращаются, Его благодать – это Его верность. Его милость возобновляется каждое утро. Введите 12-12 и доверьтесь Богу. Поверьте в Господа Иисуса, и вы и ваша семья будете спасены. Потому что есть только один Бог и только один посредник между Богом и человеком, сам Христос Иисус. Введите Иисус Господь. Бог разрывает все негативные циклы в вашей жизни, которые заставляют вас падать. Вы вступаете в новый сезон свободы, процветания и изобилия. Бог говорит, что сегодня в ваш дом придут неожиданные деньги. Я пошлю благословение, чтобы напомнить тебе, что я всегда рядом с тобой. Иисус говорит, пусть сердце ваше не смущается. Доверьтесь Богу, а также мне. Введите 333 и доверьтесь Иисусу. Огромное спасибо, что присоединились к нам сегодня в этом невероятном путешествии вдохновения и мотивации. Если вы нашли это видео воодушевляющим и воодушевляющим, не забудьте нажать кнопку «Нравится», поделиться им со своими близкими и подписаться на наш канал, чтобы получать больше контента, меняющего жизнь. Помните, что вы обладаете силой своей судьбы и проявляете позитив в своей жизни. Примите благословение, сохраняйте надежду и продолжайте верить в необыкновенный потенциал, который скрыт внутри вас. Если у вас есть какие-либо мысли, опыт или пожелания, не стесняйтесь поделиться ими в комментариях ниже. Мы ценим каждого из вас и с нетерпением ждем возможности пообщаться с вами в нашем следующем видео. Желаем вам недели, полной чудес, благословений и непоколебимой веры в то, что что-то невероятное уже не за горами. До следующего раза берегите себя, сохраняйте вдохновение и продолжайте сиять ярко. Будьте здоровы!